Ох, все, доброе утро. Проснулся, подошел к месту разгрузки, но там вообще наглухо все задрано. Задраено просто все. И звонил, ничего нету. Это вот этот адрес, который мне нужен, 115 Лафайет Гриндинг. Но ничего нету. Написал диспетчеру, типа, что такое вообще. Куда мне это все везти, разгружать уж. Короче, отозвались, говорят, в 9 утра он будет. Этот чувак, ну не знаю кто там, но пока все наглухо. Зато смотрю, как китайцы тут разгружаются. Ну, наконец-то дождался, ребят. Блин, вот Нью-Йорк все равно, вот что-то в нем есть такое, вот что навсегда. Вот когда поживешь в нем немножко, вот эта атмосфера, конечно, вот это движухи везде, машин много, места мало. Ну, что-то особенное, вот эти запахи все разных национальностей, разных кухонь. Это классно, классно. Вот еду сейчас и прям так вау, думаю, вау. Я, конечно, понимаю, что сейчас многие не в теме будут, но я сейчас увидел, пешком шел чувак из Cosmigate. Кто знает, это два чувака, Cosmigate, это транс-музыка. И вот один из них вот сейчас прошел. Вот стопудово, 100% даю, что это он. 100%, блин, нифига. Вот Нью-Йорк, вот такая штука, блин, реально можно увидеть, встретить кого-нибудь интересного человека, которого ты знаешь, ну, вообще знаменитостей каких-нибудь. Блин, вот стопудово это он был. Я не знаю, как его зовут, но у меня на людей, как бы, на зрительная память, именно на лица, она хорошая, и как бы это, я уверен, что это он. Но я не стал останавливаться, ладно, просто вообще офигеть. Это все Бруклин, как он, верхний Бруклин, я не знаю, как его назвать. Вон там Манхэттен. Красавчик, вот Бруклинский мост. Так, ну сейчас по традиции тут утренний стояк. Ну, уже не утренний, в принципе, уже 10 утра. Пока этих чуваков ждал. Что-то как будто Кремль какой-то, так съедешь тут. По краям такие стены. Там вон башня стоит. С этими покрышками меня с офиса уже задолбали. Ну, с этого, блин, компания. В прошлый раз, блин, 4 часа потерял, ничего мне не сделали. 4 часа личного времени я потерял. Поехал, выходной был, поехал делать покрышки. И сейчас, блин, ну ладно, хрен с ним, покрышки-то надо сделать, потому что там реально вот задняя левая, она вообще там уже в хлам почти, как бы опасно. Просто, блин, я сегодня рассчитывал пораньше домой приехать, я через дом поеду. А сейчас я не знаю опять сколько времени потрачу. Сейчас вначале я еще загружусь там в Филадельфии, потом еще за покрышками ехать. Жесть, блин. Бесят вот эти рабочие моменты вообще, которые не от тебя зависят, блин. Чего они в прошлый раз не сделали? Открутить болты, говорит, не смогли. Как они договаривались вообще? Вообще не понимаю нью-йоркцев, что они на машинах все ездят. Вот, блин, все время в пробках они стоят. Я сейчас выехать не могу. Из Бруклина даже просто. Все красное стоит там. И вообще, они за сколько выезжают на работу? Вот, там, наверное, час-два берут в расчет еще плюсом. Выезжают заранее. Ой-ой. А вот из-за чего и пробочка.
высыпалось. Такие модные полицейские вообще. Как будто Гуччи одевал. Так, я сейчас буду заезжать на мост Веризано. Это один из, там, по-моему, старейших мостов вообще в Нью-Йорке. То есть, ну, там больше 100 лет или сколько. Не могу точно сказать, можете загуглить. Он такой красивый мост, если на него смотреть вообще сбоку. Именно с Манхэттена его видно, там оттуда, по-моему. Здесь океанские корабли заходят. Красота. Там уже океан в той стороне. Все, приехал на загрузку. Сейчас тут в очереди чуть постоять. Вон там коллега тоже мучается. С Украины парнишка, с Николаева. Новый квест. Выехать из из Филадельфии. Квест за квестом сегодня. Необъяснимо, хотя объяснимо. И факт. Я даже не умывался. Время уже 4-й час. Не умывался, не кушал. Сейчас БПшку заварю свою. Ну, как-то БПшкой я даже неохотно называть. Короче, я голодный и злой. Вот, приехал домой наконец-то. Настя, вон сумки мои, наши путешественнические, грязненькие, притаскивает. Ой, а что, общаетесь? Да, а я представляешь, вот с этими вещами мы ездили в путешествие. Ты, наверное, уже не помнишь даже. Ну все, наши велосипеды наконец-то будут дома у нас. С нами. Бедняжки. Сейчас разгружаюсь. Все, доброе утро. Выехал, еле из дома. Вообще тяжело сейчас уезжать из дома, из семьи, потому что я к Эльдарке уже так привык еще сильно тоже. Хочется валяться, нежиться просто, но, блин, надо ехать. Тяжело уехать, реально. Все, мне показывает 17 часов езды до Луизианы. Уже по тем же всем маршрутам, по которым ездил, ничего нового. Опять этот холодильник везу для Dollar General. Так что ничего нового вообще. Добрый вечер. Я еду, как назло пошел дождик, до заката еще чуть-чуть, вот чуть-чуть попозже мог бы пойти, а нет, пошел сейчас. Подъезжаю к Мемфису уже, ехать еще показывает где-то 7 часов. Так, ничего интересного опять. Все уже пройденные дороги, уже образно 100 раз уже по ним ездил, наизусть их знаю. Почти каждую почву. Ну, короче, я буду сейчас отдыхать, не буду ехать. Дождик начался такой неприятный, тем более... Нет, дождик-то приятный, просто сейчас дорога будет неприятная. Подъезд к Мемфису, там потом по Мемфису ехать. Там трафик сейчас вечерний. И
дождь это очень все некомфортно, да и нафиг, я уже немножко подмотался сегодня, я как во сколько я там начал движение, где-то там в 9, вот и сейчас уже 9 час, ну 9 сейчас, да, если брать нью-йоркское время, 9, то есть я вообще только на заправке вставал там, чуть-чуть походил там до туалета и обратно, то есть вот, в общем в 3 утра или в 3 ночи проснусь и там уже поеду дальше. Так, я выезжаю из штата Миссисипи и вот проезжаю реку Миссисипи снова. Великую реку Миссисипи. И сейчас у меня штат Луизиана будет впереди. Я вот проснулся в 3 утра, начал движение. Welcome to Louisiana. Да, вот предупреждает реку Луизиана. Так, ну что, я подъехал. Вот строится тут, построился. Вот интересно смотреть на всякие лозунги каждого штата. Вот Луизиана вот написано Sportsman Paradise, короче, рай для спортсменов. Видимо, из-за климата здесь хорошо тренироваться. Возможно, с северов сюда приезжают, с северных штатов на зиму тут сборы какие-нибудь делать. Блин, короче, я сейчас еду на замену. Нифига, у меня тут прыщ вылетел. Капец, как звезда во лбу. На замену покрышек, блин, этих долбанных. Мотают меня опять. Меня бомбит конкретно. Я, блин, уже хочу поругаться. Но понимаю, что ладно, пока компромисс сделаем, как бы надо так, может быть, палку перегибаю. Да нифига не перегибаю на самом деле. Просто хочется все высказать, и в то же время, как я всегда люблю, рубить с плеча, блин. Это классно, конечно, классно, но, наверное, не в данном случае. Ребята там хорошие, как бы я это понимаю. Дело в том, что я хочу, чтобы это оплачивалось. Почему я трачу на это время? Я и так в прошлый раз свои выходные поехал, когда вот эти айподы взял, короче. Я тогда 4 часа потратил, я уехал от семьи из дома и 4 часа потратил на замену покрышек. Их не поменяли, но это не мои проблемы. Это не из-за меня поменяли, я все со своей стороны сделал. Привез машину, вот. И сейчас опять я трачу время, я сейчас разгрузился, а мне еще на загрузку надо будет ехать. И я не знаю, как на это реагировать, как бы. Чисто по-человечески, как бы это неправильно, надо это оплачивать, потому что я свое время трачу. А потом мне опять надо будет ночью ездить. Так, я на шиномонтажке. Вон ребята долбят, не могут болты открутить. Сейчас весна, Миссисипи разлилась. Тем более еще дожди. Красота.
Но это, кстати, не сама Миссисипи. Ну, Миссисипи, но это ее рукав, короче, одна из таких рукавов. Их здесь много. Миссисипи река непостоянная. А я всю маюсь, короче, уже в 2 сервиса съездил, один вообще не работает. Сейчас в другой съездил, там по высоте не прохожу. Луизиана такая, как деревенский штат, тут тяжело сервисы найти. Вот меня гоняют сейчас. Короче, весь день сегодня тупо на это уйдет. Фух, загрузка у меня будет завтра в 8 утра. Я тут сейчас приехал недалеко от загрузки как раз, на интересное место. Ну, природа, как всегда. Вот парковочка. В общем, тут какое-то озеро. Сейчас похожу, посмотрю, погуляю. Ого, здесь аллигаторы водятся. Классно, я бы хотел посмотреть. А вот этот дом 1885 года постройки. Он отреставрирован, и его привезли сюда совсем недалеко. Ну, то есть где-то милю, по-моему, да, там написано. А, даже четверть мили. Восточнее отсюда его просто замувили сюда, чтобы как сделать из него вот этот музей. Визит-центр.
Стрекоза села прям на палец. Так, призываем аллигатора на живца. Ой, кайф, тут хорошо. Здесь, конечно, птичий рай. Просто прекрасно слышать, сколько здесь птиц и таких дивных, интересных, которые охраняются тут, которые там на табличке указаны. Вон там олень переходит пути. Красавчик. О, там целое стадо гуляет. Нашел вроде землянику, но она вообще невкусная. Она вон рассыпается как. Надеюсь, это не ложная никакая земляника. Какой здесь прекрасный запах вот такого перегноя, вот такого сырого, мокрого, можно сказать, леса, такого болотистого. Прям вот так можно взять. Прям о, люблю этот запах. Красота. Как я люблю железную дорогу. Здесь она, правда, уже не пахнет вот как нормальной рабочей железной дорогой, вот этим мазутом, я не знаю, вот этим маслом, которое течет с локомотивов, вовсе не туалетом. Вот. Кстати, это уже прошлый век ведь, да, вот эти вот сортиры, которые падают
все содержимое которых падает на рельсы. По-моему, сейчас уже как биотуалеты вакуумные. Вот. А железную дорогу, у меня дача на 46-м километре. Это в Цивильском районе, 46-й километр. Это по железной дороге от Чебоксар. Вот я там как-то все детство тусовался по железной дороге. Бегали мы там с братом, с двоюродным. Ну и вообще один я там любил гулять. Ну и люблю, но пока я на другом континенте, на другой половине земли. Вот и вот этот запах железной дороги, и вообще вот хождение вот это по рельсам. Я вообще обожаю просто. Помню в детстве, ну, наверное, все так делали, кто рядом с железной дорогой был. Клали монетки, уходили, прятались где-нибудь, ждали, пока проедет поезд, и потом доставали такие блинчики, вообще неразличимые, непонятно, что на них было. То есть такие чистые, ровные круги, такие коллекционировали. Поэтому поэтому хотел стать машинистом поезда, когда после 9 класса хотел пойти в техникум, короче, железнодорожный, по-моему, в Алатырь. Но жизнь решила, что не нужно туда идти. Короче, мне запортачили аттестат о 9 классе. Просто там допустили ошибку, короче. И сказали, что мне его поменяют. Ну, подожди чуть-чуть. И, в общем, я ждал. А уже время подачи документов, в общем, уже подходило к концу или уже подошло. И, в общем, его мне принесли. А я говорю, все, я остаюсь в школе. Учительницы, конечно, очень негодовали, потому что я, откровенно был для них, далеко не хорошистом. У меня по математикам, геометриям, там были двойки. Я просто вообще не учился. Я такой против системы, такой чувак. И, в общем, мне просто школа не нравилась вообще, как там все преподают. Это я сейчас понимаю. Тогда я это как бы не сильно понимал. Я просто забивал на это все. Вот, и учительницы были, конечно, в негодовании. 10 класс для меня был сложный в том плане, что училки на меня просто давили. Вот из-за этого было тяжело. Сейчас-то они меня все любят, конечно, но тогда я помню, они меня прям сильно гнобили. Но я-то уже все понимал, что к чему. Не понимал, но чувствовал. В общем, вот так вот закончилась моя мечта быстро стать машинистом поезда. Но, видите, у меня все как-то связано с дорогой, с движением. Но хорошо, что я не стал машинистом поезда, потому что там едешь по одному курсу, никуда не свернешь. Все как-то вот так вот грустно. И сейчас я понимаю, что у меня, в принципе, замечательная работа. Да, не так сильно... на данном этапе, ладно, пойдет, но не так сильно много денег на ней зарабатываешь. Вот сегодня я вообще ничего не заработал, потому что ждал. Это издержки уже этой работы. Именно в данной компании, именно на этом бокс-траке. Вот, и это ничего. Главное, что у меня есть возможность вот так вот зайти, погулять по лесу, понаслаждаться, вот разгрузиться морально, почувствовать это место. Ведь я это буду всю жизнь помнить, что я вот здесь был, потому что я его отмечаю все это на карте. Это классно, поэтому в жизни самое важное не деньги, а впечатление. Деньги это сопутствующее, потому что благодаря деньгам ты можешь приобрести тоже кое-какие впечатления. Можно немножко расслабиться, не думая о деньгах, что у тебя их нет. Надо и так пожить. Жизнь, она такая многосторонняя. Надо все вот так вот почувствовать. В меру разумного, конечно.
комаров сдать. Кстати, здесь тучи уже. Все-таки весна уже в полном разгаре, а здесь на югах уже, можно сказать, и лето. Вот и прям я слышу, как вот там рой прям комаров летает. Но меня так сильно не трогают. Так летают, они больше мешаются, в глаза попадают, а так не кусают. Кстати, когда я сказал, вот чем вот эти, как их называется-то? Блин, брусья-то не брусья, как эти, шпалы, вот. Шпалы не маслом пахнут, ну, то есть вот это, которое капает, а обработка это вот этой смоляной. Вот это мне нравится, как пахнет вообще. Вот здесь они не пахнут. Видимо, вообще уже они настолько старые.